Абдулла еще на 2 года старше своего соперника и на 8 сантиметров его выше. Вот такие вот статистические данные последние перед стартом этого поединка. Ну что ж, начинается у нас главное событие вечера. Кубаныч Абдисалам против Абдуллы Аль-Мурзаева. Абдулла Аль-Мурзаев действует в стойке левши. Это видим сразу. Классные бойцы, рослые для этой весовой категории, мощные, особенно Абдулла Аль-Мурзаев. Действительно, как сказал Адам, он превосходит соперника на порядок в росте и в длине конечностей. Ну и Абдисалам, выбив главного, ну, по крайней мере, одного из главных фаворитов данного турнира, Магомеда Минмиятлиева, сделал весомую заявку. И получил уверенность в собственных силах. Посмотрим, насколько он сможет продолжить. Слева достает Абдулла Аль-Мурзаев Абдисалама. Насколько сможет Абдисалам именно на этой волне праздновать успех и сегодня. Апперкот с дистанции пытался донести до цели. О, справа очень плохо попадает. Да, Кубаныч попадает, Аль-Мурзаев пропускает и довольно-таки рискованно. Лоу-кики от Абдуллы. Абдисалам доносит этот удар до цели. Заряжен, конечно, боец из Кыргызстана. Это видно и читается в его глазах. Он приехал сюда побеждать. Он рассчитывает на место в полуфинале. Поддавливает по-прежнему, с первых секунд поддавливает Аль-Мурзаева Абдисалам. И посмотрите, как покраснел как раз таки левый глаз у Абдуллы Аль-Мурзаева. Один из ударов. И снова туда же правый боковой, левый прямой. Такая комбинация от Кубаныч Абдисалама. Ну, действительно, на старте поинтереснее выглядит боец из Кыргызстана. Мы видим, не очень технично, но тем не менее он доносит свои удары до цели. Абдулла Аль-Мурзаев ждет, пока выжидает. Вероятно, ищет момент для того, чтобы встретить соперника. Хай-кик увидел Абдисалам и блокировал его. Апперкот с дистанции снова, рискуя наткнуться на правый встречный. Аль-Мурзаев пробивает. Очень много передвижений по октагону. Не так много активного действия, а тактических, технических действий мы видим в исполнении спортсмена. Но вот сейчас внутренний такой подсекающий лоу-кик от Абдисалама отвечает подобным ударом Мурзаев. Удар в туловище очень жесткий от Абдисалама мы видим. И в голову хотел перевести, но дистанция сократилась. Столкнулись чуть ли не головами соперники. Оба спортсмена умеют бороться, но мы видим, что пока не спешат, дабы не устать, наверное. Мы обязательно борьбу еще увидим, но пока бойцов устраивает то, что поединок проходит в стойке. Левый навстречу пытался пробить Аль-Мурзаев, но на месте остался он. Снова, в этот раз не на месте, но тем не менее не доходит удар до цели. Но чаще, конечно, эту левую руку надо выпускать Аль-Мурзаеву. Чаще беспокоить ей его соперника. Но при этом это определенный риск, можно понять. Мурзаева двойка. Неплохая, левый более акцентированный удар. И, пожалуйста, вот она борьба, о которой мы говорили. Первый тейкдаун у нас есть. Но не удалось его зафиксировать. Тут же по туловищу пропускает Аль-Мурзаев, но удар был не очень плотным. И, теперь пожалуйста, перевод от ответ Абдисалама. от Абдисалама. Тут уже есть контроль, как мы видим. Тут контроль осуществляет боец из Кыргызстана. Потому что у сетки работа ведется, и здесь легче контролировать соперника. Но в то же время здесь легче встать на ноги от сетки.
удар в туловище добивающий был от Абдисалама. Очень много по туловищу, целенаправленно. Посмотрите, как работает. И в голову переводит Кубаныч. Очень жесткие попадания. И обкип какой пропускает сам Абдисалам, но при этом активно работает в концовке и набирает определенное количество баллов. И посмотрите, как заряжен Кубаныч Абдисалам. И вот он, тот самый правый удар, удар вправо. Вот уже серия добивающих ударов. Ну, наверное, вот этим вот тейкдауном и он обозначил свое преимущество, закрепил свое преимущество в первом раунде, если еще какие-то были сомнения по нему. Сейчас, конечно же, нужно уже начинать переламывать ход событий Маусеру Абдуле Альмурзаеву. Да, действительно, мы видим, насколько заряжен, насколько свеж Кубаныч Абдисалам. Он прекрасно готов к этому бою. Он в прекрасном расположении духа. Но Абдулла Альмурзаев, пора ему уже включаться, просыпаться, как говорится. На легкой ноге здесь никого не выиграешь. Второй раунд. Ну и подсказывают Абдулле Альмурзаеву, что проиграл ты первый раунд. Надо включаться, надо работать. Это так и есть. Удар в туловище. Начинает именно с этой атаки Альмурзаев. Ну и двойка неточная. При этом контратаковал область туловища Кубаныч Абдисалам. И посмотрите, да, двойка с дистанции и удар с разворота неточный. И посмотрите, отвечает справа уже Кубаныч Абдисалам. И голову переводит. До этого была атака в корпус с его стороны. На определенном кураже находится Абдисалам. И чтобы этот кураж сбить, нужно что-то существенное предпринимать Абдулле Альмурзаеву. Вот удар туловища навстречу. Но по-настоящему существенное что-то предпринять, пока у него не получается. И продолжает поддавливать соперника. Абдисалам справа просто заряжал мимо цели. Попытка перейти от Альмурзаева. Но вот эти вот попытки, они еще и в центре октагона не самые, наверное, перспективные. Если нет такого явного превосходства в борьбе. А вот как Абдисалам показывает, как нужно тейкдаун проводить, и ему это удается. Второй раз в этом поединке подряд. Да, сначала попытка Альмурзаева, затем отвечает Абдисалам. И, если так хотите, показывает мастер-класс, как это нужно делать. Но именно у сетки, Актив, да, у очень сетка очень хорошо активно работает. работает. И Абдисалам, еще добивающий включает удары. Кубаныч Абдисалам. Очень хорошим и правильным настроем вышел кыргызский спортсмен. И, пожалуйста, возвращается на ноги Абдулла Альмурзаев. Колено хотел включить, не получилось. Но справа здорово попал Альмурзаев. Абдулла еще слева бил. Ну и вот теперь уже потихоньку начинает включаться Альмурзаев. Появилась злость в его действиях. Ну и тут же тейкдаун, и сам накрывается Абдисалам. В маунте находится Абдулла Альмурзаев. Очень хорошая позиция. И в удушающем захвате держал соперника Абдулла Альмурзаев, но отпустил. И тут позиция маунт. Нужны добивающие удары. И они есть, но не такие Сейчас жесткие, как уже в хотелось гарде. бы, наверное. Да, и в гарде сам оказался Альмурзаев. Абдисалам пытается снизу отвечать. Обкик. Вот добивающий удар. плотный. Отдает спину. Абдисалам. Есть возможность забрать ее, попытаться. Возможно. Но тут же Кубаныч и поднялся. И сам уже заходит в доминирующую позицию. И вот тут вот переменным успехом, как быстро все меняется. Переменным успехом действуют спортсмены. Не сумел сохранить доминирующую позицию Абдулла Альмурзаев. Казалось бы, он уже переломил ход противостояния. Но в самый нужный для себя момент он отдал позицию.
Кубаныч Абдусалам проводит добивающие удары локтями. Очень хорошо в этом компоненте работает боец из Кыргызстана. И, вероятно, сейчас откроется рассечение. У Альмурзаева очень много ударов он принимает на себя. Ну и сам пытается отвечать. Правда, не так активно у него это получается делать, как хотелось бы ему самому, наверное. Чуть свип не провел Абдулла Альмурзаев. Чуть не накрыл соперника, но задача минимум выполнена. Вернулся он в стойку, выбрался из-под соперника. И что здесь? Что будет здесь? Еще одна попытка перейти. Здесь контрит Абдулла. И на выходе колено еще добавляет, но косвенно прошло. Да, качественно оттянулся Абдулла Альмурзаев. Левая рука стала медленнее, и все-таки она не доходит до цели в предыдущем эпизоде. Заряжается на удар с ноги, это явно видно. Ложное движение, снова оттягивается. И слева достает навстречу. И колено пытался навстречу пробить, и сам слева пропускает Абдулла Альмурзаев. Колено в туловище и левый прямой. Очень много активных действий, результативных под занавес раунда. Кому отдавать эту пятиминутку, уважаемые друзья? Решать вам. Здесь, конечно, очень близкий был. Да. Очень близкий. Естественно, раунд. каждый может выразить свое мнение. А как оно на самом деле, знают только судьи. Но можно сказать одно, что этот раунд был ближе, чем первый. Более конкурентный. Очень много подсказок сейчас слушает Абдулла Альмурзаев. Там и болельщики, и другие тренеры, и все, кто должен и не должен находиться в углу, присоединились со своими пожеланиями и советами в адрес Абдуллы Альмурзаева. Третий раунд. Заключительная пятиминутка, уважаемые друзья. Главное событие вечера: Абдулла Альмурзаев против Кубаныч Абдусалама. Бой в легкой весовой категории, четвертьфинал турнира Беркут Янг Иглс. Очень интересный поединок мы с вами видим. О, Хорошее двойка. попадание, сейчас чуть-чуть потрясло даже. Еще раз. Два попадания. Потрясен Абдулла Альмурзаев. И слева, и справа пропускает он в этом обмене. Очень опасная Апперкот не дошел ситуация. до цели. Посмотрите, Идет что разменный тут происходит. же контрит Абдулла, и колено на выходе. Открывается поединок. Практически. Да, вот это заруба, как говорится, и попытка тейкдаунов неудачные со стороны Альмурзаева, но Абдусалам свою попытку сразу же реализовывает. И Кубаныч сейчас чуть успокаивается. Наверное, кто победит этот раунд и станет итоговым победителем поединка. Все будет от этого зависеть. И Кубаныч будет пытаться, естественно, улучшить свою позицию. Напомним, уважаемые друзья, что первая полуфинальная пара в этой весовой категории в рамках Гран-при определилась. Это как раз-таки Абдурахман Магомадов против Казима Туменова. А Моусер Баймасханов ждет своего соперника, который определится в этом противостоянии. Какие добивающие удары от Кубаныча Абдусалама. Нельзя принимать на себя эти удары. И есть свип в исполнении Абдуллы Альмурзаева. И 3 минуты в его исполнении, чтобы переломить ход данного противостояния. Вот это да. И добивающий удар слева. Очень жестко попадает. Посмотрите. Очень больно. Кубаныч Абдусаламу отвернулся. Одна нога заправлена. Добивающие удары последуют ли? Нет, снова теряет позицию Абдулла. Зал буквально с ума сходит в эти минуты. Еще одно красивое противостояние мы наблюдаем. И
достойно носить статус боя вечера. И колено на выходе из клинча было от Абдуллы Аль-Мурзаева. Возвращаются в стойку бойцы. Попытка тейкдауна слишком откровенная. Накрывает эту попытку Абдусалам. Справа заряжает Абдусалам. Лоу-киком отвечает Аль-Мурзаев. 2 минуты до конца этого противостояния. Кто же оставит этот бой слева за очень собой? плотный удар. Даже пошатнуло чуть-чуть Кубаныча Абдусалама. И сам 2 удара пропускает. пропускает Аль-Мурзаев. Очень плотные. Еще раз справа. Кубаныч доносит свои удары до цели и тейкдаун. Тейкдаун за 1,5 минуты до конца этого раунда, этого боя. Более свеж Кубаныч Абдусалам. Это чувствуется в каждом из эпизодов практически. Даже несмотря на то, что очень тяжелые удары. И сам пропускал представитель Кыргызстана. Но в самый нужный момент он принимает более верные решения. Страсти накаляются в зале. Тут просто с ума сходят некоторые фанаты, некоторые друзья Абдуллы Аль-Мурзаева, которые пришли его поддержать. Но пока что, судя по всему, не в его пользу складывается этот поединок. Менее минуты до конца. Да, очень сильно поддерживают Абдуллу Аль-Мурзаева. Оно и понятно. Обидно, конечно, будет, если проиграет Аль-Мурзаев его друзьям и болельщикам. Но здесь мы видим, что Кубаныч Абдусалам. И снова есть выход из позиции снизу от Абдуллы Аль-Мурзаева. Свипа полноценного не получилось. И удары локтями. Что здесь? 20 секунд до конца. Кто вырвет концовку? Теперь уже подавляет Аль-Мурзаев. Абдусалам не рискует. Он понимает, что, скорее всего, наверное, ближе к победе. И встречает сейчас Абдусалам. Ну, это был просто бой на заглядение. Да, Большие молодцы. Достойный мейн-ивент этот бой. Очень бескомпромиссный поединок. 3 зрелищных раунда. И слово за судьями. Ждем официального вердикта. Что же скажут боковые судьи и председатель судейской коллегии. Итак, уважаемые друзья, единогласным решением судей победу в этом бою одержал Кубаныч Абдусалам! Поздравляем Кубаныч Абдусалама. Он становится последним полуфиналистом Гран-при Беркут Янг Иглс. И в полуфинале он встретится с Моусером Баймасхановым. В другой части турнирной сетки Абдурахман Магомадов сразится с Кадимом Туменовым. Лига Беркут